Совсем скоро в новом районе столицы появится благоустроенная парковая зона. Строительные работы планируют завершить до 20 ноября. Проект является частью активного развития межрегионального сотрудничества между субъектами России и Республикой Абхазия. Сергей Кириенко в ходе осмотра отметил, что район является достаточно густонаселенным и важно иметь людям возможность в праздник выходить на улицу и собираться на большой зеленой площадке. Также было отмечено, что неплохо было бы установить здесь. Где-то, просто очень много людей живет вокруг, и где-то в праздники иметь возможность для какой-то площадочки. И для детских каких-то там, где выступлений. стоять будет монумент, вот этот, там, Да, кстати. крытая часть, в принципе, вот обычно где собираются на памятные мероприятия? Возле монумента. Мы проработаем. Обычно новогоднюю елку ставят как раз в заведение напротив этого кафе. Может, такую же площадку на конце там где-то смотреть. Бадзарович прав, это надо сразу совместить. То есть это место и для елки, Конечно. и для детских утренников, и для взрослого концерта на какой-то праздник. Ну вот как сегодня праздник, вполне коллективы местные приедут, выступят. И для детей днем, и для взрослых вечером. Как раз открытие фонтана планируется, вот мы проговорили, праздник здесь делать. Детей, жителей пригласить, и как раз мы продумаем площадку, точку, и там установим уже. Давайте, посмотрите, то есть надо тогда какую-то сцену иметь. Работы начались летом этого года. От асфальта до лавочек демонтировано все. Большая часть работ практически завершена. Проложены электрические кабели, строится фонтан с нуля. Помимо твердых покрытий, местами будет протянут рулонный газон. Здесь появятся 3 новые детские площадки для разных групп детей и многое другое для удобного отдыха горожан. Проект реализуется в рамках побратимства с Нижним Новгородом. Еще одно значимое событие для жителей района. Президент Абхазии Бадыр Гунба и первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко торжественно открывают многофункциональную спортивную площадку на территории Сухумской школы номер 15. Теперь у школьников и юных спортсменов появилась возможность тренироваться рядом с домом, уделяя любимым видам спорта больше времени. Выступая на открытии площадки, Бадыр Гунба подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры, что дает возможность молодежи развиваться в правильном направлении. Глава государства поблагодарил Росатом за поддержку. Шахаез, Абхазыргыланы Шудыснагалот, Ихатпия Амш, Аяйра Дуамш, Хажлар Зазпшиз, Пшиши Жахамша, Ицоз, Ашарцера и Башрахна, Хашца, Хабаца, Шабдуца, Ирга Заяйра, Хомпадал Шара Ханатот, Ихпшиму, и Атынчханкара Ашукургалара. Я рад присутствовать на открытии столь важного спортивного комплекса. Сегодня активно развивается инфраструктура для молодых, активных людей, спортивные площадки, спортивные залы. Это особая возможность для подрастающего поколения быть физически здоровыми. Уважаемые присутствующие, позвольте от вашего имени поблагодарить концерн «Росатом» за столь щедрый и очень важный подарок. Я уверен, что на этой площадке будут расти спортсмены, которые будут участвовать в турнирах, будут именитыми людьми и популяризировать спорт Абхазии. Я вам желаю больших успехов. Мы очень на вас рассчитываем, наша молодежь. Мы гордимся вами. И по возможности, конечно же, будем стараться создать наиболее приемлемые, благоприятные условия. Еще раз, с Днем Победы! Сергей Кириенко поздравил школьников с Днем Победы и независимости и с открытием новой спортплощадки. Он напомнил, что Абхазия была одним из первых мест, где зарождалась атомная отрасль СССР. И поэтому внимание госкорпорации «Росатом» к республике не случайно. Я всех вас поздравляю с праздником, с Днем Победы, с Днем Независимости Республики Абхазия. Праздник гордости, праздник настоящего мужества, праздник, когда мы все чтим героев, которые 32 года назад показали всему миру, что народ Абхазии готов постоять за свое право выбора своего языка, своей культуры, своего будущего. В этом году у нас и 80 лет Великой Победы, и 80 лет создания атомной отрасли Советского Союза. И поэтому очень справедливо, что к 80-летию атомной отрасли Росатом, концерн Росэнергоатом, такой подарок разместили здесь, в Абхазии. Это просто историческая справедливость.
Не знаю, все ли вы, ребята, знаете, но когда-то, 80 лет назад, когда создавалась атомная отрасль Советского Союза, одним из первых мест, где зарождалась атомная отрасль Советского Союза, была Абхазия. Здесь были созданы две совершенно секретные лаборатории, в которых создавалось ядерное оружие Советского Союза, остановившее Третью мировую войну. Юные баскетболисты подготовили подарки для Бадры Гуда и Сергея Кириенко. Они подписали мячи, после чего состоялось символическое вбрасывание мяча. И это будет началом работы спортивного объекта. Пожалуйста, вместе. Вместе. Ура! Аплодисменты остались. На открытии площадки прошли игры 3 на 3 среди школьников баскетбольных команд. Победители в 2026 году отправятся на финал в один из городов присутствия Росатома. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.